ВК и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Парк искусств». Я ее ведущая Зарина Гайсина. Сегодня у нас, как всегда, люди, которые меняют Уфу, этот мир к лучшему. И эти люди, наверное, как никто другие, заслужили эти все эпитеты. Мансур Юмагулов, предприниматель, соорганизатор еще раз Recycle Fest, и Лиана Медведева, которая руководит в рамках фестиваля проектом «Субботка-переработка». Сказала много, по-моему, непонятных слов, но вот после новостей культуры вернемся к нашим гостям, и они расскажут, что за фест. Итак, сегодня, 11 марта, в огнях Уфы, концерт группы «Нервы». Киевская группа приехала в Уфу с презентацией нового 6-го альбома «Слэм и депрессия». Кто любит, тот поймет. Клуб 11, начало 19:00. Лиана? Что Дантов ад по сравнению с этим адом? Даже луч света не покинет черную дыру. Вы многое узнаете об этих загадочных монстрах Вселенной. Планетарий приглашает на программу «Черные дыры во Вселенной». Начало в 16:30. Класс. Всем привет. Любить искусство и любить жизнь для него стало одним понятием. Рудольф Нуриев, человек-легенда, смог стать не только образцом балетного искусства, всемирно обожаемым танцором, абсолютным фаворитом, но и образцом жизни талантливого человека и борьбы в искусстве, где нет границ. 13 марта в Башкирском театре драмы дает спектакль «Руди Never Off. Этюды из жизни Рудольфа Нуриева». Режиссер Айрат Абушахманов. Отлично. Друзья, и новость, которую, наверное, нельзя проигнорировать. Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный оперным певцом Ильдаром Абдразаковым, представит второй фестивальный сезон жителям сразу 4 городов России и объединит порядка 5000 зрителей. С 12 по 24 марта в международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в Москве, Уфе, Альметьевске, Казани. Артист примет участие во всех событиях фестивальной программы. Торжественное открытие второго международного фестиваля состоится 13 марта, конечно же, в Уфе. В Театре оперы и балета при участии знаменитого баса, художественного руководителя фестиваля и баритона, приглашенного солиста Большого театра России, Миланского театра Ла Скала Василия Ладюка, а также соберет талантливых исполнителей из молодежных программ вокальных академий Европы. Начало 19:00. Такое серьезное событие для Уфы. Обязательно. Билеты, я думаю, что расходятся прямо сейчас как горячие пирожки. Торопитесь. Ну, собственно, к нашим гостям, это наши большие друзья. Мансур Юмагулов, человек, у которого пропеллер в одном месте, он не может не творить интересные проекты, за что уважаем лично мной, потому что все его проекты имеют всегда какую-то социальную направленность. И в этот раз вот этот фестиваль, еще раз Recycle Fest, я так понимаю, второй раз. Мансур... Видишь, уже как круто, уже второй раз он проходит. Да. Он первый раз, на самом деле. А вот я знаешь, как вывод сделал? Потому что еще раз. Мне очень приятно, что в городе тема экологии и отдельного сбора мусора становится все более актуальной. Мансур, тебе слово, о чем фестиваль? Всем привет. Один из людей, кто меня вдохновил, на самом деле, это была Лиана, которая делает проект «Субботка-переработка», где люди совместно собирают вторсырье, по сути, и относятся к мусору не как к мусору, а как к ресурсу. Вот. Но только, развивая эту идею, она еще сама расскажет вообще всю эту историю. Но развивая идею, я подумал, что мусор, это просто, тема экологии — это просто начало. То есть это выборка людей по ценностям, на самом деле. И самое важное — это коммуникация между этими людьми, выстраивание сообществ устойчивых, для того, чтобы в неустойчивой реальности, в которой мы живем сейчас, то есть если относиться к, условно говоря, европейской действительности как ньютоновской физики, то у нас реально квантовая механика, полная неопределенность в России. Не то, что, как говорится, с будущим, с прошлым проблемами. Я думала, с хаос. Хаос, это есть, мы не знаем закономерности здесь. И в этом отсутствии очень стрессово жить. И на это накладываются еще цивилизационные свои вещи, такие как вот мусор, то есть экология. Это наложение. Мусора стало действительно очень много. И не только у нас. Да, вот вы мне сейчас до программы рассказывали вот то, что вас вдохновило, это история с китом, который выбросился на берег. Да, это меня поразило. Если честно, я в начале года увидел это. У меня родился сын в начале года, и я вот видел этот ролик, и я подумал, что
кит выбросился в центре Мадрида, его разрезали, внутри 60 пакетов, пакетов просто, вот. Обычных полиэтиленовых пакетов. Да. И я думаю, черт, и там типа такая информация в ролике, пластика будет в океане к 50-му году больше, чем рыбы, да? Да. Вот. И это сама рыба-то, наверное, пластиковая будет, потому что вот этот микропластик, он во всем, да, Лен? Уже сейчас рыбу, которую вылавливают, она содержит мельчайшие частицы пластика, и даже в ресторанах люди замечают, что иногда пластик попадается им там в заказанной еде. Мы вдыхаем какое-то количество микрочастиц ежедневно, пластика же в пластиковом мире. То есть полностью он не разлагается полностью. То есть на данный момент весь пластик, который самым первым произвели, он еще не разложился до конца. То есть он просто распадается на мелкие частицы и затем. То есть правильно понимаю, Мансур животными. так эмоционально был поражен, что сказал: хватит, надо что-то решать. Просто я подумал, и пришел к Лиане. Мы давно были, кстати, знакомы, я-то их всех знаю давно. Просто я все не вливался в эту тему никак, все, так, как бы на постоянной основе. И было такое тоже, это испуг, на самом деле, через страх такой мотивации. Но у меня все-таки вера в то, что человек лучше понимает и осознает через игру и через праздник какой-то. И вот мы придумали такую игру, праздник, фестиваль на взаимодействие с людьми, куда просто одним из элементов является раздельно собранный мусор. Давай дадим слово Лиане. Да. Я хочу, послушать именно вот какую-то экологическую подоплеку всего это. Зачем нужно человеку, который много лет этим занимается? Да. Я занимаюсь этим 6 лет. На самом деле меня сподвигло количество. Я сама работаю в рекламном агентстве, и для меня это было просто невыносимо. Огромное количество макулатуры, которую девать просто некуда. То есть я просто искала сама эти пункты. Ты вот про эти тиражи, да, которые производят агентства и типографии. Это все привозят, типографию, полиграфию, все это привозят всегда в огромных количествах, больше, чем нужно, с запасом, да, и все это девать некуда. То есть это у меня все складировалось где-то на складах, пока я не поняла, куда это можно девать. И таким образом я просто не могла это выкинуть. Для меня это же ресурс. Это ресурс, это бумага, которую можно переработать. И таким образом я познакомилась с экоактивистами города. Гузель Латыпова на тот момент занималась этим проектом. И вот тогда я увидела, сколько людей готовых сортировать и сдавать отходы. Это возможно, это действительно работает. То есть это сарафанное радио. Это просто неравнодушные люди, которые не могут выкинуть. То есть сейчас вы занялись созданием некого комьюнити-сообщества и вовлекаете людей, находите, которые точно так же переживают и готовы нести вот эту историю про раздельное распределение, да, мусора. И, собственно, фестиваль, он для чего создан? Чтобы еще раз об этом рассказать? И познакомить людей — это главная вообще функция фестиваля, это нетворкинг и коммуникация. Но мы туда вшиваем сразу несколько механизмов, прикольных, я считаю. Да, расскажи, пожалуйста. Да, у нас будет кафе ремонта. Это такая история, придуманная в Амстердаме, в Голландии, когда люди приносят вещи и вместе с мастерами их чинят. То есть, это какие можно вещи любые к вам вещи. принести? У нас будет где-то порядка 6-7 мастеров. Сейчас еще люди добавляются. Если вы мастер в чем-то, неважно, есть у вас мастерская или нет, еще раз фест, добавляйтесь, заполняйте заявку, и вы можете быть мастером. Напомню, 16 и 17 марта на площадке Арт-Квадрат все это будет проходить. Наш партнер главный. И, собственно, туда можно подать заявку о том, что если ты хочешь что-то чинить или принести что-то людям, починить. по сути, дать вещам вторую жизнь. Смотри, речь идет о чем? О будильниках, это 16 только числа будет. Да? Вот кафе ремонта будет 16 числа. Как что и можно нести, переработки. скажите мне? Вот смотрите, сейчас на сегодняшний момент есть электронщик, есть человек, который занимается музыкальными инструментами, есть велосипеды, сноуборды, лыжи, есть 2 девушки у нас, одна ненадолго придет, другая будет в течение дня, это ремонт одежды. Вот. Нету плотника пока. Можно было бы какую-нибудь столярку, что-то такое, или починка мебели с клеем, это что-то, да. Нужен для человека просто аккуратный, кто умеет чинить книги, потому что будет буккроссинг большой, я большую очень свою переплетчик. Да, кто может просто склеить что-то или как-то
Ну, по сути, кто с железом работает, еще, наверное, можно было. А где можно оставить заявку? Вот, я говорю, найдите нас по хэштегу «Еще раз фест». Там везде в наших всех соцсетях в шапке есть форма заполнения. Вот, и это одна вот как бы история. Очень мне понравилось, как она работает. Это общественное движение мировое стало. Это, то есть, выделяет... Они видят, что в это время в кафе пусто. И они просто собираются прямо в реальных кафе. Это repair кафе называется. Ну, вот. И во всем мире это действует. В Уфе первый раз, мне кажется, это вот делать. Не знаю, я не увидел. Очень интересный опыт. Да, классно. Да. Вот. И перезапуск вещей. И ты эту вещь можешь пойти отдать в дар в соседнем зале или обменять на что-то. Когда ты приносишь... Там стоят люди, наши волонтеры, они принимают вещи. И если вещь обмена пригодна, тебе дают талон. Ты на этот талон забираешь любую другую вещь. Слушайте, мне знаете, и продажи. Что интересно, вот, Мансур, Да. Лиана, у нас, то есть вы стоите на одной стороне, и ваш голос пока не такой сильный, а на другой стороне стоят крупнейшие маркетологи, которые говорят: потребляй, покупай новое. Каждый год новый iPhone, каждые 3 месяца новая коллекция одежды. Да. Есть ли у вас какая-то образовательная программа в рамках фестиваля, которая работает с сознанием человека? Ну, Именно про лекторий, наверное, можно сознательность, рассказать, да? И генератор сделок. Лен, давай. Вот я думаю, что один из докладов Лиана сделает, потому что, по сути, прекрасный человек, который делает клевую работу, рассказать о том, что это очень просто поставить вот эти несколько коробок. Людям надо просто объяснить, что это очень просто, и настроение твое сразу меняется. Лен, скажи. У нас будет лекторий на площадке. На самом деле у нас уже много интересных лекторов, то есть образовательная часть будет. И надо будет, наверное... Да, я потом расскажу, если да. То есть у нас мы вывесим, наверное, послезавтра уже конечный список. То есть, программу. Да. Программа какая будет должна быть. У нас 2 темы заявлены. Это уменьшение экологического следа и увеличение коммуникаций. Ну, то есть, как бы, устойчивое сообщество. Вот. И по экологии у нас уже закрыто. Все, у нас все есть, кто нужен. Будет девушка, которая рассказывает про расхламление, правильное отношение к вещам. То есть, начало всего послужила тоже такая книга, если кому интересно, «Магическая уборка». Мари Кондо, такая есть японская блогерша. Вот. Надо правильно отнестись к вещам. Второй момент, как их, вот Лиана расскажет, как их надо вообще правильно сортировать и куда это можно сдавать. Да, то есть в рамках фестиваля у нас будет проходить еще мой проект «Субботка-переработка». Он будет тоже только 16 марта с 12 до 2, то есть это именно акция. Сам фестиваль до 8. Ограниченная по времени. И, соответственно, люди будут приносить раздельно собранные отходы. Вот на фестивале мы будем принимать макулатуру, картон, пэт-бутылки. Это бутылки из-под молочных напитков, любых питьевых напитков очень часто. Стекло? Стекло не будет приниматься, там довольно сложно с логистикой просто. Пластик и бумага стекло будет, принимает Лиана тогда, когда принимает у себя на складе на Комсомольской 23. Это в последнюю субботу каждого месяца. Там вывоз проще. Я, знаете, вот о чем вот сейчас подумала. То есть мне, в принципе, например, несложно собирать мусор, да, но мне непонятна логистика дальнейшего этого мусора. То есть, смотрите, она очень сложная. То есть на сегодняшний день, если я дома разобрала по пакетам, отдельно биоразлагаемые отходы, отдельно пластик, отдельно бумагу, непонятно, где в кратчайшем пути я могу это сдать. То есть проще же до мусорки дойти так-то вот по-честному. Да, но у тебя изменится настроение сразу. А куда? Это нужно брать и везти куда-то мусор? Вот я тебе говорю, те люди, которые приходят, вот я был на последней субботке-переработке, больше 200 человек было, эти люди все очень, у них хороший эмоциональный фон. Как только ты начнешь сортировать, я вам гарантирую, люди, я начал сортировать, у меня дома появилось всего лишь несколько коробок, я их убрал, это не сильно прямо так вот бросается в глаза на самом деле. Стекло, пластики все твердые, картон, бумага, и отдельно металл. А вот, все равно есть что-то не сортируется, еще, наверное, оно все лампочки и градусники. Это прям вот не так много этого всего. Да. Но настроение, Зарин, меняется сразу. И тебе становится, в принципе... Куда ты это везешь, Мансур? Вот еще следующий момент. После того, как начинаешь сортировать, ты начинаешь понимать, зачем я это покупаю. То есть меняется отношение, приходит осознанность и меняется отношение к потреблению. И это приходит, оно само по себе появляется. Просто потому, что ты видишь, сколько всего ты выкидываешь. Это собирается. Когда ты не выкидываешь это все сразу, как обычно люди привыкли. Сколько в Уфе пунктов приема раздельного мусора? На самом деле не так много. И вот, как вы сказали, если даже начнете сортировать, донести за один раз в один прием, в один пункт и все сдать, скорее всего, даже и не получится. Потому что одни пункты принимают только одно, другие только в это время открыты, третьи еще что-то.
есть сложности на данный момент, но я надеюсь все-таки, что с государственной как-то программой это все будет меняться. И чем Ну, тут действительно лучше. должна быть некая государственная программа, потому что пока человеку будет так сложно разделять и сдавать мусор, он, скорее всего, этого делать не будет. Это пока основная проблема у, скажем так, у тех, кто против, да, сортировки, потому что а куда я это все понесу? Или все это будет у меня лежать, хламиться, пока там я не начну беситься, да, и так далее. То есть жена собирает, муж против. Ну, Да. Куча вариантов, конечно, и действительно есть сложности. Поэтому сейчас у нас пока только прям активисты, экологисты, только вот прям осознанные, но они такие невероятные люди, они приходят, говорят, чем я могу еще помочь? А как вам можно помочь? Да. Куда нужно прийти? Вот сейчас нас слышат, например, волонтеры. Да. Первый раз слышат, но не знают, куда бежать. Ты скажи, как у тебя хэштег твой называется? Да, мой проект называется «Субботка-переработка в Башкортостане». ВКонтакте группа есть. Я Лиана Медведева, то есть через меня можно тоже выйти и, соответственно, задать какие-то вопросы. Волонтеры нам требуются вот на эти 2 часа. Это обычно каждая последняя суббота месяца. С 11 до часу дня. И люди, которые мне помогают, они встречают всех, кто приходит с пакетами, показывают, куда и что можно сложить. И на самом деле люди, они не просто нам отдают свои пакеты, они вот прям там квест. Они. Вот здесь у нас стекло. Подписаны. Да, подписаны. Стекло нужно разложить на 3 цвета. Бесцветное стекло, зеленое стекло и коричневое стекло. И люди это делают сами. И когда они с этим соприкасаются, они начинают по-другому ко всему этому относиться. И пока мусор чистый, это несложно, это весело, дети с удовольствием это делают. Как только мы это скидываем все в одну урну, в один контейнер, к этому уже... все начинает разлагаться, конечно, брезгливо гнить, прикасаться, да. И никто уже не хочет этим заниматься. Поэтому, прежде чем отходы станут мусором, вот именно здесь мы можем что-то сделать. И вот это, я считаю, важно. Мансур, какая вот должна появиться у людей главная мотивация начать так заморачиваться? Ну, мне кажется, вообще все, понимаете, теряет смысл. Неважно, кто ты там, либертарианец или ты единорос, там, неважно, там, или ты республиканец или демократ, если не будет среды, где это вообще все делать. Это просто чувство своей безопасности. То есть все люди, кто хоть чуть-чуть может осознать горизонт того, что как будет через некоторое время, должны включаться в эту историю. И варианта нет никакого. Ну, то есть, возможно, все очень плохо, Зарин, закончится, но я не хочу как бы в этот момент, сказать, я все равно все, что смог, я сделал, а не сидеть, типа, я же говорил. То есть это твой личный вклад, твой пример. Да, и просто понимаешь, как только ты начинаешь это движение делать, да, у тебя начинает на тебя снисходить энергия. То есть, и люди, вот в процессе подготовки я просто кинул эту идею там нескольким людям, и люди подключились, Лиана, там, не знаю, все эти арт-квадрат, то есть спасибо им большое. Вот, я считаю, кстати, вот арт-квадрат — это один из классных примеров ресайкла. То есть не то, чтобы вот как, например, около Красинского рынка там снесли вот эти исторические здания и поставили 30-этажку. Тоже как бы решение девелоперское, да. Но вот здесь человек по-другому сделал. Он взял все, восстановил, и это сейчас будет живое пространство в исторических зданиях, да, там нашего города, купеческие дома, вот эти все. Фантастика. И мы, как пример, должны показывать вот эту точку кристаллизации. Вот это Рустам Абдульменев, да, то есть вот кто владелец арт-квадрата, он просто как точка кристаллизации адекватных людей в ресайкле, например, исторических зданий. Мы попробуем сделать свой адекватный пример на тех направлениях, которые мы делаем. Ты в данном случае ресайкл говоришь как вторая жизнь, да? Да, вторая жизнь. Это не обязательно именно касается мусора. Мусор — это очень важно. Но то есть это ресайкл просто как некая отражение... философия. Да, потому что у нас, мы же как, вот мы начинаем с расхламления. То есть ты осматриваешь все свои вещи в порядке нужности. У нас фестиваль как бы ненужных вещей. Вот это очень важно. То есть они потому что как бы не нужны, они кому-то же нужны. То есть в этот день можно взять, принести ненужные вещи. Вы можете принести вещи, и там 3 зоны будет. У нас маркет устроен таким образом. У нас можно арендовать стол за 900 рублей и продавать эти вещи просто, вот как я так буду делать. У меня есть вещи, которые классные. Да, я со скидкой распродам большое количество вещей своих. У меня есть. Но у меня есть вещи, которые на обмен. Отдельные. Какие вещи принимаются на продажу? Любые обменопригодные вещи там стоят. Будут стоять волонтеры, они будут говорить, это можно поменять. А вот это, говорит, можно вообще продать. А вот это лучше в дар отдайте. И будет 3-я зона в дар. А вот это сдать на переработку. В дар. Просто в дар. Это мы будем делать это с Мегой.
То есть они заберут это все, в принципе, у них эта акция есть, и Мега тоже будет рассказывать лекцию свою, как они у них, какие сложности они столкнулись с установкой этих раздельных в Деме, они хотели установить. Это дико сложно оказалось. Очень. Просто технически это все очень сложно. Люди уже за все готовы были платить, но управляющие компании, и то, что сейчас это все, турбулентность зона, вот это все это не устаканилось, но тем не менее, люди заберут. Что-то мы отдадим ангелу-подорожнику, например, там, кто занимается доставкой излишков в районы, в деревнях, не так все круто, как в городе. Вот. Да, кстати, вот эта благотворительная составляющая, это тоже один из моментов нашей акции «Субботка-переработка». То есть у нас люди очень часто спрашивают, у меня есть что там, детские вещи, какие-то коляски, что-то еще. То есть то, что нам уже не нужно, в хорошем состоянии, куда бы я мог это отдать. Мы всегда помогаем им какими-то ресурсами, куда это можно отдать, или чтобы их волонтеры приехали, забрали. Точно так же находим ВКонтакте еще раз. Еще раз фест, просто в любом фест. ВКонтакте, в Инстаграме, Регистрируемся в Фейсбуке. именно на... Да. Нет, если вы хотите просто прийти, не надо ничего вещей. регистрироваться. Если у вас что-то вы хотите реализовать и поучаствовать, регистрируйтесь тогда. И я быстренько, пока у нас не закончился, еще скажу, то, что будет лекторий, я как сказал, и будут лучшие примеры, велосипедное сообщество у нас классное, у нас, можно рассказать об этом, да, то есть... А что там запланировали ребята? Нет, я имею в виду, что как образовывать... У нас тема одна, как нам всем сообществом устойчиво быть и как действовать, то есть городской активизм в разных формах там. Вот. Это лекторий, плюс уменьшение экологического. И будет генератор сделок. Это ноу-хау Рустема Давлетбаева, изобретатель Шеймуратиков. Это локальная валюта в отдельно взятой деревне, первая своя валюта, так сказать. И он расскажет, как можно настроить локальную экономику в сообществах. И будет 17 числа будет только проектный генератор сделок. То есть все остальные форматы 16-го, в том числе генератор сделок, он прямо будет на маркете сделан 3 раза за день. Но вот большой генератор сделок, проектный, о том, как внутри проектов взаимодействовать и чтобы остаться друзьями. То есть какая-то комьюнити-менеджмент какой-то так будет, и да? есть. Вот, то есть мы поняли, это одна большая игра 17 числа. Да, она также начнется в 12. На нее нужно зарегистрироваться. Да, лучше всего на нее зарегистрироваться также через форму, но Сколько в принципе она можно стоит? просто, нисколько она не стоит, то есть там просто вы делаете взнос денежный, то есть это он равняется 500 рублям. Нет, это общий банк, который формируется и который начинает... в принципе, да, думаю, эти деньги останутся, то есть по выбору той команде, тому проекту, кто наберет больше всего денег. Ей отдаются все деньги. Я думаю, да, это будет платно, просто 500 рублей вход будет. Эти деньги выигрывает команда, которая наберет больше всего транзакций. Для реализации своей идеи. Своего проекта. Это некая игра-тренажер, да, вот я вижу, да? И сколько участников должно быть? Это командная игра? Да, или как? то есть, по сути, нужно, чтобы пришли проекты, какие-то городские, негородские, неважно какие. Игра, в принципе, уже классно смотрится, когда есть 10 человек хотя бы, 15, Мансур, 20. я, знаешь, что не поняла? Нужно подготовиться и Нет, прийти не надо с ничего какой-то... готовиться. Не надо Нет, готовиться. ничего не готовится, все на месте. Вам расскажут, как сделать презентацию проекта, как его прокрутить и сделать питчинг финальный, и там за вас проголосуют. Друзья, 16 и 17 марта мы всех приглашаем на первый еще раз Recycle Fest. Я благодарю наших друзей Мансура Имагулову, Лиану Медведеву и прощаемся с вами, уходим в эфир соцсетей. Да, приходите, ребят. Приходите, будем ждать. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». День в день. Час в час.